Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что вот-вот с вами случится, что вот-вот случится в вашей жизни. Самое ближайшее будущее. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени и давайте вместе посмотрим, что вот-вот должно с вами случиться. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы под моими руками пусть откроют нам то, что сейчас у нас скрыто, то, о чем мы желаем узнать. Так, мои хорошие, отсыпочка готова. Очень много фрагментов. Вы все у меня разные. Отсыпка общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Самое главное и яркое событие в вашей жизни. Смотрите, вот здесь такая рыбка шикарная. Она к вам прям в ручки прыгает. А вы от неожиданности вот так немножко растерялись. Но это к деньгам, к прибыли, к доходам, к получению возможности много и хорошо зарабатывать. С левой стороны прыгает, то есть большая неожиданность. Вот не ждете, не думаете, не гадаете, предположить даже не можете. А вот она рыбочка, и она прям в ручке вам прыгает. Кстати, рыба размером больше, чем вы. Вот, так что готовьтесь. Приятный сюрприз, неожиданный сюрприз. Однозначно здесь будут улучшения именно в плане материальном, в плане финансов. Будут расти доходы, доходы вашей семьи, доходы вашего близкого, любимого человека. У кого-то действительно очень крутая денежная работа. У других, например, ваше дело, ваш бизнес, либо ваше увлечение будет приносить вам очень хорошие суммы. Прям неожиданно хорошие суммы. Но вот эта рыбочка, она все показала. Прям в ручке вам прыгает с левой стороны. Вы такая... Да, и растерялись. Не теряйтесь, хватайте, это ваше. Заработанное, заслуженное. Вы этого более чем достойны. Дальше, мои хорошие, молнии бьют, как 3 молнии ударят. 3 каких-то очень серьезных перемены произойдут. Молнии бьют именно по вашей стороне. Значит, это в вашей жизни будут эти перемены. Почему именно молнии? Ну, потому что перемены, они всегда подкрадываются незаметно. И не всегда перемены — это легко. Да? Ведь что-то меняется, что-то постоянное, да, меняется на новое. Значит, ничего не бойтесь. Эти молнии, они небольшие, они бьют с вашей стороны. То есть они произойдут вам на благо. Может быть, это в 3 разных сферах жизни. Может быть, 3 сразу подряд перемены, да, в чем-то одном. Но важно быть к этому готовым, ничего не бояться и не держаться за прошлое, не держаться за старое. За стабильность не держитесь. Вот. Если бы эти перемены были вам не по судьбе, они бы к вам не пришли. Вот здесь все идет, знаете, как по плану судьбы, по сценарию судьбы разыгрывается. 3 подряд мне идет, ну, либо 3 раза. Дальше в переполненной лодке. Когда переполненная лодка, там нет места в ней, и вы не хотите в ней плыть. Вы такая: все, остановите, я выхожу, слишком людно, да, слишком много людей, давка, я не хочу. Какое-то правильное решение примите. Что-то на вас будет действовать, воздействовать. Мне кажется, какие-то люди, которые вас окружают, и вы примете правильное решение. Если бы, я так понимаю, не такая плотность в этой лодке, вы бы не вышли, вы бы и дальше сидели бы в этой лодке. А это вовсе не лодка, это какое-то корыто, понимаете, приспособленное под лодку. Здесь вы сами себе, да, сами для себя, вернее, принимаете решение, и откуда-то, из чего-то уже такого никчемного, изжившего себя, не вашего, для вас неподходящего, выходите. Кто-то, кстати, может уволиться с нелюбимой работы, кто-то может покинуть какое-то для себя не очень приятное место. Да? У каждого по-своему отыграется, но вы из этой лодки выходите. Выходите, это правильный поступок, это очень правильное решение.
решение, которое еще сыграет в вашей жизни в будущем очень главную роль, да, вот как первая скрипка будет. Дальше здесь какая-то женщина с вами прощается, причем уходить она не хочет, какая-то необходимость, да, вот она прощается по необходимости. С левой стороны женщина недобрая по отношению к вам и в принципе по жизни недобрая. Здесь какое-то принуждение свыше эту женщину, этой женщине, да, вашу жизнь покинуть. Как принуждают ангелы, высшие силы принуждают, чтобы она ушла, от вас отошла, чтобы не лезла в вашу жизнь, либо не мешала, не вредила, оставила вас в покое. У кого, девочки, есть соперники, соперницы, либо люди, которые действительно мешают вам по жизни, вот готовьтесь к тому, что будете прощаться. Эту женщину по принуждению из вашей жизни выдворяют именно высшие силы. И она вроде как прощается, а уходить не хочет. Но ничего, придется, никуда не денешься. Дальше. Здесь у меня две половинки встречаются. Причем тут не встреча даже показана, а как будто бы вас вот так со страшной силой раз и вместе соединят. Как будто бы вы друг к другу со страшной силой примагнититесь. Вы оба будете в шоке. Но вот это сильное, безумное влечение, магнетизм, его невозможно преодолеть. Где-то в месте, которое совершенно не подходит для романтических встреч и знакомств, может быть, вы вообще об этом думать не будете, может быть, какими-то своими делами будете заниматься, но и ваш будущий партнер тоже будет со своей замыленной головой по делам бегать. И вот прям так сильно подтянет, вот как, знаете, бум, и склеитесь. Очень ярко, очень необычно. И такого еще в вашей жизни не было. Такого даже, не знаю, в фильмах не показывают, в книгах про такое не пишут. Но вы это переживете. Какая-то запоминающаяся история. Вы потом будете это всегда вспоминать, детям своим будете рассказывать, внукам. И это прям как чудо какое-то. Знаете, можно сказать, даже как в толпе друг друга почувствуете и со страшной силой друг к другу потянет. Но я так понимаю, что вам именно сейчас пришло время встретиться, друг друга обрести. Тут и женщина нуждается в мужчине, и мужчина нуждается в женщине. Здесь именно как судьба сталкивает. Ну, вы друг друга точно узнаете, мимо не пройдете, потому что тянуть будет, бешено будет тянуть. Магнетизм тут идет. Дальше, мои хорошие. Видите, здесь маска. И маска как будто бы сброшена. Какой-то человек сбросит маску. Человек, которому вы то ли верили, то ли надеялись. И я так скажу, это вовремя. Вовремя, потому что вы можете обыграть эту ситуацию. Человек раскроется до происшествия. Но либо, может быть, по неосторожности как-то сам себя выдаст. То ли вы на этого человека ставки делаете, то ли, может быть, ждете от этого человека что-то, либо надежду имеете. Может быть, человек вам что-то пообещал. Но поскольку маска спадет, и вы увидите, кто этот человек на самом деле, у вас будет возможность эту ситуацию обыграть, да, как-то себя подстраховать, может быть, к кому-то другому обратиться, либо на кого-то другого понадеяться. В общем, как-то вовремя все это произойдет. Вот тут не забудьте поблагодарить своего ангела-хранителя, не забудьте поблагодарить высшие силы. Вас уберегли от разочарования, вас уберегли даже от какой-то, может быть, в какой-то степени беды. То есть вам здесь помогли, вот как спасли вас. С человека маску сняли, и вы смогли заранее узнать, с кем вы имеете дело. Дальше. Здесь кто-то работу найдет, по-другому и не скажешь. Только не могу понять, это вы, либо кто-то из ваших близких. Работа, может быть, не фонтан, но с другой стороны, работа очень классная в плане какого-то роста, развития. Там к человеку как-то будут относиться по чести, по совести, и очень приятно, вот как коллектив хороший, начальник добрый. Есть, конечно, свои минусы, может быть, работа будет не из самых легких, либо нужно будет напрягаться, усталость может идти, либо нагрузка какая-то серьезная, но при этом идет большой плюс к компенсации. Это коллектив, это оплата, это отношение начальства. Вас и уважать будут, и, можно сказать, на руках будут носить. То есть какие-то приятные бонусы, какие-то бенефиты могут быть. Что-то хорошее. И опять же, какой-то мне рост идет. Эта работа, она как трамплин, да?
вы разбежитесь, на трамплин прыгнете и высоко подпрыгнете. Вот как-то так идет для вас, либо для вашего близкого человека. Может быть, ваш партнер, либо ваш ребенок. В любом случае, место хорошее, надо брать, надо работать, вы точно не пожалеете. Вот. Ну, а к тяжелому труду, ну, во-первых, человек привыкает ко всему. А во-вторых, вы там долго не задержитесь, потому что здесь трамплин показан. То есть в каком-то коротком временном промежутке вы сможете оттолкнуться от этого места работы и высоко подпрыгнуть. Так что надо идти, надо работать, точно не пожалеете. Ну, либо вы, либо ваш близкий человек. Дальше какой-то очень тощий волк тут у вас вышел. Знаете, вот это большой и страшный серый волк. На самом деле еле-еле, видите, лапками перебирает. Истощал, как оголодал, нет ресурсов, да, нет сил, не может себя прокормить. Я вам так скажу, этот волк, он не обычный волк, это одинокий волк. Здесь человек, который обрек себя на одиночество, может быть, даже на какое-то затворничество, отшельничество. Думал, что он справится, либо сможет быть одиноким, но, видите, возвращается в вашу жизнь. Тот, кого долго не видели, тот, кто от людей ушел, ну, либо как-то из вашей жизни, может быть, ушел, может быть, вы и сами прогнали, возвращается к вам, возвращается за вами. Но потому что без вас, видите, во что превратился, кожа до кости. А вот с вами прям такие бочка были, такой прям шикарный был волк. И, кстати, этот волк многому научился. Может быть, вы с кем-то расстались, но там была запятая либо троеточие, а теперь история возобновляется. Человек сам придет, сам вернется, сам покается, сам признается и сам будет предлагать. Характер у этого человека такой был, знаете, надменный, суровый, такой, знаете, типа, да я сам по себе, да мне никто не нужен. А вот как побыл без вас, как истощал, да, сразу все стало на свои места, вы нужны, и только вы нужны, никто другой больше не нужен. То есть как мне возвращение идет, возвращение, причем возвращение к вам, как одинокого волка, да, гордого, но голодного, к вам возвращается. И еще, мои хорошие, здесь, видите, вот показан этот осьминог, да, над головой волка. Возможно, этот волк, он был в плену каких-то чар, а может быть, ну, кто-то попытался на этого волка воздействовать. Но обычно вот в гаданиях волкам показывают сильных людей, людей особенных в жизни того, кому гадают. Может быть, да, по чему-то научению, либо чему-то воздействию, либо из-за чьей-то лжи, да, этот человек уходил из вашей жизни. Но любовь берет свое, да, человек возвращается. Тому волку вы, кстати, очень обрадуетесь. Вот чего-чего, а волка вы не ждете. А когда увидите, очень обрадуетесь. И даже какие-то былые обиды, они все сотрутся. Вы об этом вспоминать и думать не будете. Это 100%. Дальше здесь у меня женщина в очень красивом платье с красивой прической. Может быть, вы куда-то пойдете, да, будет званый вечер, какое-то мероприятие. Может быть, вы действительно захотите сами себя порадовать, оденетесь в красивое платье. Вообще, нарядиться – это значит измениться, измениться к лучшему. У вас одежда очень красивая, стильная, прическа очень красивая. Значит, перемены именно лично ваши, перемены как внутренние, так и внешние, и они прям налицо. Очень вам это все идет, ну, как идеально подходит, можно так сказать. А вот здесь с правой стороны нам показан рыцарь. Этот рыцарь добрый, этот рыцарь вас будет защищать, ну, либо какой-то благородный поступок по отношению к вам. Человек, который не обидит, как там солдат ребенка не обидит. Человек, который многое для вас должен сделать, либо многое сделает именно по собственной воле. Просите, не просите, он это сделает, как защитник. Вот мне идет, что это защитник. Человек заступится, защитит, может быть, даже что-то предотвратит. Человек, на которого вы будете смотреть, как на земного ангела-хранителя. Благородный человек мне идет. Это может быть и мужчина, и женщина, но роль этого человека в вашей жизни, она прям чуть ли не ключевая идет. Благодаря этому человеку очень многое может произойти, либо очень много негативного не произойдет, не случится. Вот как-то так, как это двинет от вас. Кто-то заступаться начнет за вас, защищать вас, отстаивать ваши интересы. И человек вот прям благородный, благородно себя ведет, благородно с вами поступает, по отношению к вам, вернее. Так, еще
Здесь кто-то у вас что-то перестанет просить. Может быть, сейчас у вас кто-то что-то просит, либо даже требует с вас. Этот человек от вас отстанет. Я не могу сказать, что повлияет, но этот человек как будто бы забудет про вас. Ну, либо забудет дорогу к вам, да, вот перестанет просить, либо что-то требовать от вас. Женщина с луной в руках. Ну, будете обряды проводить, будете какие-то, может быть, ритуалы делать. Луна — это как бы, да, про магию. Она у вас в руках, то есть она работает на вас. Да? Обряды и ритуалы работают на вас. То, что вы будете делать, 100% будет работать, и будет работать именно так, как вам нужно. Так что посмелее. Если это не какая-то черная магия, да, если вы никому не вредите, а что-то хорошее для себя хотите, то, конечно же, делайте, и с правой стороны у вас все получится. Ну, кстати, по этому знаку, даже если плохое будете делать, тоже получится, да, потому что с правой стороны. Но плохое лучше не делать. Да, надо подумать о душе, о совести, о том, что могут спросить за это, ну, либо что придется за это заплатить, да. Ну, в общем, ладно, это дело не касается, это дело ваше, дело вашей совести, но здесь показано, что все пройдет удачно и все прям сработает на все 100. Дальше. Закрытая дверь со скрипом открывается, но вам нужно обождать. Может быть, вы куда-то хотите попасть, либо вам что-то очень нужно, важно, срочно. Дверь начинает открываться, но нужно немножко подождать, пока она полностью не откроется. Не знаю, почему этого не показано, но вот просят обождать. Вот когда полностью будет все открыто, тогда делайте. А в щелку щемиться не стоит, да, как-то оно не очень хорошо пойдет, либо не очень хорошо закончится. Здесь вам какой-то человек единичку передает. Ну, единичка — это значит быть лидером. Как, знаете, кто-то уступает свое место. Ну, либо это может быть даже награждение, что вас называют номером 1. Это будет очень неожиданно, но очень приятно. А вот здесь у нас жар-птица, очень красивая. Небольшая, но очень красивая. Прям такой хвост шикарный. Жар-птица, она же птица Феникс. Что-то возродится. Возродится. Может быть, какое-то дело возродится. Может быть, вы чем-то пытались заниматься, не получилось. Забросили, а может быть, ваш интерес к чему-то возродится. И знаете, в этот раз все очень будет благополучно, потому что время удачное, либо время вот как раз, когда вы готовы, либо почва готова, либо обстоятельства играют на руку. В общем, в этот раз все будет идеально, в этот раз все получится, причем легко и быстро показано. Дальше. Вам предстоит карабкаться по какой-то веревке вверх, как будто бы подниматься снизу вверх. И знаете, все хотят подняться, все хотят возвыситься, но не у всех есть веревка, да, не всем веревку скинули. Это какая-то то ли возможность, то ли лично вам какой-то шанс выпадет, то ли высшие так вам решили помочь. Вам сбросят веревку, а вы уже должны карабкаться. Ну, то есть приложить свои усилия для того, чтобы выбраться. И вот еще показано, что вам завидовать станут. Ну, потому что вы сможете возвыситься, а эти люди не смогут. Вот. Вы, главное, делайте то, что должны, спешите. Вот почему-то идет «спешите». И воспользуйтесь этой возможностью. Вот она не каждому предоставляется, а вам именно предоставится. Нельзя игнорировать, нельзя пропускать. Благодаря этой веревке вы высоко заберетесь. И как новое место обретете под солнцем. Более теплое, более приятное, более шикарное. Вот так вот, мои хорошие. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.